Малая академия наук Республики Саха-Якутия совместно с Парком будущих поколений проводит с 23 октября по 3 ноября образовательную программу «Киномания» для учащихся с 8 по 11 класс всех школ нашей республики. Образовательная программа завершится фестивалем, на котором съемочные команды школьников представят свои короткометражные фильмы, демонстрирующие их отношения и понимание нравственных ценностей. Фестиваль пройдет сегодня, 2 ноября. На этом фестивале будут отмечены самые лучшие участники и, конечно же, будут различные номинации и памятные подарки. Вот об этом мероприятии сегодня мы поговорим с нашими утренними гостями. Это Василий Климович Павлов, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия, и Сергей Владимирович Заклинюк. Это приглашенный эксперт Центра одаренных детей из города Калининграда. Доброе утро. Доброе утро. Василий Климович, расскажите немного вот вообще об этой уникальной, я бы сказала, программе «Киномания». Ну, для нас уникально, для Дальнего Востока уникально. За Уралом это одно из первых таких, значит, очень хороших экспериментов, которые мы уже продолжаем второй год. Идея уже давно созревала, но мы искали, где есть такие хорошие примеры, и нашли такой пример Калининградской области. Да. Спасибо огромное нашим друзьям из Центра по развитию одаренных детей. Это все благодаря вот этой замечательной федеральной программе, которая есть, так называемые центры по модели Sirius, и мы благодаря этому имеем возможность общаться с разными интересными региональными опытами. Да? И вот один из таких региональных опытов мы решили повторить у нас в Якутии. И что самое замечательное, у нас же все это созрело. Да, кстати, в этом году уже второй раз мы проводим. 146 было у нас заявок, из них отобрано 70 детей. С очень интересными своими проектами они подошли к этому. И вот все это продолжается. Все это продолжается. Как мы уже отметили, было проведено множество мастер-классов, да, и вот наш гость утренний, да, это Сергей Владимирович, провел свой мастер-класс для молодого поколения республики. Расскажите об этом опыте, вот какие у вас остались впечатления? В целом у меня впечатления очень такие положительные. Видно, что дети заинтересованы в сфере кино, они хотят в этом развиваться. Есть очень много целенаправленных детей, которые хотят посвятить свою профессию. Мне это очень радует, потому что у нас в Калининграде эта смена длится достаточно давно, с 2017 года, но видно, что здесь очень большой потенциал, и в целом, да, что у региона есть тоже большой потенциал. И верю, что года через 2 или 3 якутские школьники будут побеждать на многих фестивалях. Действительно, вот мы сейчас видим ролики небольшие, да, как ребята работают, как увлеченно. Самое главное, у большинства детей улыбки на лицах, да? Это из города Калининграда, да? Это ваш опыт уже? Правильно, да. Я думаю, совсем скоро уже будут ролики подобные сделаны и с нашими ребятами, да? А вообще, насколько важно развивать вот это направление, как вы считаете? Ну, вообще, это направление достаточно такое мобильное, потому что там получаешь базовые навыки по профессиям разным. Ну и в целом, наверное, сейчас медиасфера диктует такую какую-то универсальность, и это благодаря этой программе у них получается это все как-то компоновать, да, делать какие-то разные медиаповоды, в целом развивать креативную индустрию. Ну и как бы кино — это такой, наверное, стартап к своей будущей профессии. В целом, да, в целом индустрии. Василий Климович, но, конечно, детей же надо чем-то мотивировать, да? Соответственно, нужно поощрять их труд. И вот здесь возникает вопрос, какие номинации будут сегодня представлены? Сегодня будут как раз перед экспертами показаны их короткометражные фильмы, всего 7. Естественно, будут лучший сценарист, режиссер, актер. Также очень важные вещи, которые связаны с монтажной работой. Да? Все эти технические вещи, которые нужно, как и в «Оскаре», да, кстати, отметить. И для нас это очень важно, потому что дети уже выкладываются, все свои новые скиллы показывают, и это замечательно. Мы сейчас видим вот афиши, такое ощущение, что это уже прям не готовые афиши крупных кинотеатров, да, не скажешь, что это делают школьники. Очень интересно и прям хочется уже посмотреть, что же это такое, да. А вот ребят курировал кто?
Да, вот эти все фонтаны креативности, естественно, идут через опыт огромный, Конечно. который сложился у нас в республике. И мы очень благодарны национальной компании НВК, которая нам помогает, также детскому издательству Кескель, также нашему замечательному организации Сахафильм. Да, так сказать, все метры и знаменитые режиссеры и прочие участвовали в наших, значит, программах. Очень благодарны Алексею Романову, который лично принял участие в метро нашей Любовь Борисовой, да, так сказать, и Константину Тимофееву, Марфе Пермяковой, которая со своими сериалами, да, так сказать, и Елене Эверстовой очень интересные вещи показали нам, да, так сказать, детям. Иван Константинов, актер, да, рассказал о своем актерском деле, Андрей Дьяконов, и участвовал также по монтажному и композиторскому делу. Это Моисей Кобяков и, соответственно, наш знаменитый сейчас уже по Байконуру, значит, да, победитель короткометражных формата, это Иларион Яковлев. Все они провели замечательный мастер-класс. Мастер-классы. Мы слышим имена многих наших коллег, да, но Да. я думаю, с такими наставниками грех просто не создать какой-то очень интересную, да, продукт готовый. А можем ли мы, как зрители, потом уже в будущем Да, где-то мы в очень- прокате посмотреть? Естественно, мы очень хотим это сделать, и действительно, я думаю, что шаг навстречу идет наша национальная компания, да, так сказать, и вероятно всего, что лучший, наверное, фильм будет показан по НВК, и на это мы очень надеемся, естественно. Сергей Владимирович, вот вы посетили Якутию впервые? Да, впервые. Ну и как у вас впечатление? А, Помимо, конечно, вашей основной цели и задачи. Да, но в целом я очень впечатлен природой, потому что она какая-то уникальная, какая-то такая немножко мистическая, она завораживает. Вот. Ну и в целом, мне кажется, как-то Якутск чем-то похож на Калининград, такой небольшой уютный городок, но со своими, наверное, особенностями. Со своими идеей не возникло создать какой-нибудь фильм, может быть, здесь? Ну, конечно же, идеи много раз приходят, особенно с этой природы, уникальные, много разных каких-то можно делать прекрасных историй, поэтому Ну, у мы нас, обсудим. да, это. совершенно верно. Да, у нас надежда сделать такой межрегиональный фестиваль короткометражных фильмов, особенно, да, для детей, для школьников. Дело в том, что вот этот проект замечательный, он может объединить наши вот эти замечательные места, да, как Калининград, такая дальняя часть нашей великой страны, и Якутию, да, так сказать. Нас же разделяет 1000 километров, но мы на самом-то деле очень близки, да, и это все показывает, насколько можно все это продвинуть и показать через эти проекты замечательно. Спасибо большое, уважаемые гости, что посетили наш эфир. Я надеюсь, что все-таки эта дружба на этом фестивале не закончится. Далее мы будем продуктивно создавать новые идеи. Ну и, конечно, всем участникам вашего фестиваля сегодня мы желаем в первую очередь, конечно, удачи. Спасибо большое, доброго утра и сегодня уже продуктивного, хорошего